Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о главном в этом выпуске. Минздрав России рекомендовал прививать против коронавируса беременных из группы риска. Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за нетрезвое вождение. День работников морского и речного транспорта отмечают сегодня работники отрасли. В связи с действующими лесными пожарами на территории Татинского и Тампонского районов просим водителей воздержаться от проезда по федеральной автодороге Колыма без крайней необходимости. Сегодня, 4 июля, спланировано проведение встречного отжига у очагов крупных действующих пожаров. Возможно ухудшение видимости на дороге. В случае осложнения ситуации в данных районах возможно закрытие федеральной автодороги Колыма с 326 по 345 километры. По оперативным данным авиалесоохраны, всего на территории региона действует 310 природных пожаров. За сутки ликвидирован 41. На тушение привлекалось 2598 человек и 333 единицы техники. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров. На территории Горного, Мегино-Кангаласского, Усть-Майского и Тампонского районов задействованы специалисты регионального управления МЧС России. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхоянского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерингринского, Нюрбинского, Алекминского, Эмиконского, Усть-Майского, Тампонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 268 очагов на общей площади свыше 572 тысяч гектаров. Перейдем к эпидобстановке. По данным оперативного штаба, на 4 июля выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе город Якутск 50 случаев, Нерингринский район 7, Ленский и Усть-Алданский районы по 5 случаев, Алданский, Верхневилюйский и Вилюйский районы по 4 случая, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Сунтарский, Чурапчинский районы по 3 случая, Горный и Оленёкский районы по 2 случая, Намский, Хангаласский и Вено-Батантайский районы по 1 случаю COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено 3186 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 198 007 тестов. На 4 июля в республику поступило всего 268 037 доз вакцины против коронавирусной инфекции и получили первую вакцинацию уже 215 837 человек, вторую 176 293 человека. Тем временем Минздрав России рекомендовал прививать против коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Ви» с 22-й недели беременности. К группам риска по коронавирусу среди беременных относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и заболеваниями печени. Также отмечается, что ожирение в 2-3 раза увеличивает шансы развития тяжелых форм инфекции. По данным Минздрава следует, что данных об опасности вакцины «Спутник Ви» для беременной женщины или ее плода нет. И к другим темам. 150 дворов будет благоустроено в столице региона в течение 5 лет. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе объезда городского округа город Якутск. Он ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах города и пригородов. В этом году планируется отремонтировать около 50 километров дорог. Глава также осмотрел придомовые территории, на которых в данное время ведется благоустройство. По словам Айсена Николаева, сегодня необходимо менять подход к благоустройству дворов. Теперь это нужно делать комплексно, чтобы не оставалось белых пятен. Кроме этого, в течение этой пятилетки должно быть благоустроено 150 дворов в столице Якутии. Кроме этого, руководитель региона в ходе поездки посетил территорию коррекционной школы номер 34, где встретился с учителями и родителями. Предложил, чтобы здесь у нас появился в целом центр адаптивного воспитания, где будет и большая школа для учащихся детей с ограниченными возможностями. Будет также детский сад для таких же детей и будет интернат. И это все надо сделать на красивом, современном уровне. Уверен, что республика такой проект вместе с городом реализует в ближайшие годы. Ну и, конечно, я поручил в ближайшие годы, пока идет строительство, чтобы дети были тоже в соответствующих условиях у нас размещены. Ну а на самом деле сегодня вот мы здесь присутствуем тоже при историческом событии. Сегодня последняя деревянная школа в городе Якутске, которая вообще существует, вот она как раз уже сносится. Это тоже очень важное событие.
Тем временем правительство Якутии ведет активную работу с Минтрансом России по выделению средств на субсидирование авиабилетов из Якутска в Москву и Санкт-Петербург уже в этом году. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава республики Айсен Николаев. Мы ведем переговоры с Минтрансом России по вопросам субсидирования. Я уверен, что ведомство обязательно найдет возможность субсидирования рейсов Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург уже в этом году, сказал глава Якутии. Айсен Николаев отметил, что уже был разговор на эту тему с министром транспорта России Виталием Савельевым, которого глава республики охарактеризовал как специалиста высочайшего класса, знающего проблемы отрасли. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 3 лет срока лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечают, что поправки вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого приведена статистика, которая свидетельствует об устойчивой тенденции роста повторных преступлений и неэффективности действующих санкций. Если раньше пьяная езда за рулем каралась 2 годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к 3 годам тюрьмы. Также увеличивается размер штрафа, он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей в текущее время или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет взамен от 1 года до 2 лет. Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет и принудительные работы также на срок до 3 лет. Помимо этого, виновного лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. В Мирнинском районе муниципальная программа «Социальная поддержка населения» увеличена в текущем году на 3 миллиона рублей. Эти средства пойдут на адресную материальную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Общая сумма финансирования программы в этом году составляет более 20 миллионов рублей. 500 тысяч рублей было выделено из республиканского бюджета на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры благодаря участию в конкурсе субсидий из средств республиканского бюджета. В рамках программы «Поддержка общественных и гражданских инициатив» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Мирнинского района выделено 600 тысяч рублей. Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства. Морской и речной транспорт – это огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств. И в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу своей семьи с реками и морями. Сегодняшний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей. А вот экипажи судоходной компании «Алроса Лена» этот день, День речника, встретят на рабочей вахте. Она длится с мая по октябрь в среднем 160-170 суток. Навигацию флотские ждут всю долгую зиму, ведь у них 2 дома. Свой родной на земле и не менее родной с неустойчивой палубой под ногами. О тех, кто всей душой прикипел к реке, рассказывает Олеся Васева. В свой 3-й за навигацию рейс теплоход Владимир Герасимец привез в Ленск 1800 тонн груза, селитру и трубы для подразделений «Алроса». Разгрузка идет уже 2-е сутки. За ней наблюдает первый помощник капитана Денис Саунин. Груз на берег нужно доставить без повреждений. Ленск, Владимир Герасимец. Тем временем каждый из 8 членов экипажа занят своим делом. На капитанском мостике посменная вахта, даже когда судно в порту. На камбузе повар Любовь Ивановна готовит обед. Сегодня и 1-е, и 2-е, и выпечка. Матрос Татьяна Геннадьевна отвечает за чистоту и порядок. Здесь у нее все по-домашнему. По-другому нельзя. Экипаж на 160 суток становится семьей. Благо коллектив сработанный. Вместе не первую навигацию. Сам капитан на реке уже 40 лет. По-разному бывает. Бывают моменты, и у кого-то настроение плохое, у кого-то какие-то личные там проблемы. Но оно все проходит. Коллектив сплоченный, достаточно молодой, средний возраст, 35 лет получается. Друг друга понимают уже как бы без слов.
Трудовая вахта речников длится с мая по октябрь. Каждый рейс 10 дней. Бывает и больше, если приходится работать на Нижней Лени. Но к таким вахтам все уже привыкли. И таких экипажей на каждом теплоходе судоходной компании «Алроса-Лена». Полный плавсостав – 29 судов. День речника экипажи будут встречать привычно в пути. Нам удалось за прошедший период навигации перевести практически треть планового задания на весь период. Все суда работают ровно, воды в реке достаточно, груза тоже достаточно, поэтому все идет по плану. Среди флотских случайных людей нет. Такие отсеиваются после первого года работы на реке. В экипажах остаются только проверенные люди, влюбленные в профессию и речную романтику. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Между тем, в Нерюнгри все большую популярность среди подростков набирает волейбол, что заставляет молодых людей оторваться от гаджетов и выйти на улицу. Присоединившись к компании единомышленников, расскажет Ирина Кичигина. Этим летом компании играющих в волейбол ребят можно увидеть во дворах, на площади, в парке. Подростки, которые раньше даже не были знакомы между собой, объединяются, чтобы провести время с пользой для здоровья и приятно провести время. Однако, что стало толчком такого роста популярности этого вида спорта, мы даже не подозревали. Сейчас много подростков увлекаются аниме. И в этом году или в прошлом стало популярно аниме-волейбол. И большинство моих друзей, с которыми мы играем здесь, в парке, как раз посмотрели это аниме, и после этого вышли сюда на улицу поиграть, чтобы немножко развеяться как-то и тоже научиться играть. Вдохновились. Для того, чтобы попасть в команду, не нужно никаких специальных умений. Необходимо лишь прийти на одну из площадок и присоединиться к играющим. А дальше более опытные игроки помогут влиться в процесс и не осудят строго за пропущенный мяч или неудачную подачу. Да ничего, в следующий раз еще получится. Попробуй нижнюю подачу. Но есть и такие, кто, попробовав свои силы в школьных командах на уроках физкультуры, решил пойти дальше и записался в секцию волейбола в спортивной школе. Волейбол развивает, во-первых, физические качества. Для здоровья, само собой, понятно, он полезен, как и любой вид спорта. Развивает быстроту реакции, ловкость, координацию, также скоростно-силовая подготовка, немаловажна для наших юных волейболистов. После пандемии действительно был большой поток детей, он и продолжается по сей день. Меня это как тренера, конечно, очень сильно радует. Теперь родители могут не сильно переживать, что их чада проводят много времени в интернете. Ребята прекрасно чередуют одну деятельность с другой, что, несомненно, благотворно сказывается на их как умственном, так и физическом развитии. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем канале.